Да полюбит тебя тот, ради кого ты полюбил меня, и сделает нас лучше, чем ты подумал, и да простит нам Аллах то, о чем ты не знаешь, и не накажет нас за то, что ты написал. Он говорит: мы выросли в этой стране и мало знаем о семье пророка, и мы их любим, как вы знаете. Так вот, из каких источников можно будет прочитать о них? Да будет баракат Аллаха тебе, если ты хочешь узнать об этом. Но твоя страна не оставила без внимания родственников пророка. И я говорю это несмотря на то, что часто бываю в поездках, и это мое свидетельство, которым я свидетельствую перед Аллахом. Я не нашел страны, которая бы больше любила семью пророка, чем Египет. Это то, чем Аллах возвысил вас, и это у вас в крови. Если ты спросишь у своего деда или бабушку, если они живы, об этом, то они бы рассказали тебе много удивительного о том, что было, и о том, что они слышали в том обществе в то время относительно любви к семейству пророка. И особенность любви жителей Египта к семье пророка в том, что их любовь не выводит за рамки сунны. Они относятся с адабом к сподвижникам пророка, они не относятся с ненавистью и не делают нападки на них. И это большой ни'мат, которым он наделил их, и, как говорят, всякому обладателю ни'мата завидуют. Правда, как говорил спрашивающий, большинство молодежи сегодня не знают о том, какая связь должна быть между нами и семейством пророка. Но это сделано умышленно со стороны тех людей, которые полюбили мирское и отвлечены, и со стороны многих, кто оделся в одеяние религии, а на уроках религии лишил какого-либо упоминания о семействе пророка. Те, кто не услышал этот хадис в наших выступлениях, если я спрошу, что вы знаете о продолжении хадиса, и оставил среди вас то, придерживаясь чего вы никогда не собьетесь с истинного пути, это книга Аллаха и моя родня. Вот вы знаете, потому что были на прошлых лекциях и слышали от меня или от других, но в основном, что мы слышим сейчас? Да, правильно, из сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Это ворота к довольству Аллаха. Но хадис, который есть в книге Сахих аль-Муслим, намного сильнее в цепочке, чем хадис и моя сунна. Также в книге Муснад имама Ахмада, в Сахих у Муслима, у Абу Дауда, у Ибн Маджаха, у Тирмизи, у Хакима и в других местах существует около 36 версий. Эти версии приближаются к уровню таватура или уже достигли этого уровня. То есть слова «и моя родня». В чем причина того, что эта часть отсутствует в памяти? В чем причина того, что молодой человек, родившийся в Египте, становится взрослым, он религиозен и проходят месяца, а может быть и годы, а он ничего не знает о госпоже Зайнаб и о причине ее прихода в Египет? Некоторые молодые люди говорили мне, что у них был период, когда, проходя мимо мечети госпожи Зайнаб, они боялись, что если будут дышать воздухом мечети госпожи Зайнаб, попадут под то, что ведет к ширку. Что это за разговоры? Что кроется за всем этим? Какова цель всего этого? Знаете ли вы о причине прихода госпожи Зайнаб в ваши города? Когда она вернулась в Медину, сгорая от печали и грусти после событий в Карбила, после того, как увидела своего брата имама Хусейна из самых лучших из семейства пророка, как их резали, убивали, как проливали их кровь, какую они испытывали жажду, хотя воды реки Фурат текли перед их глазами, после того, как ее повели пленницей, закованной в цепи, и попытались убить имама Зайнуль-Абидина ибн Хусейн, и те, кто были с ними, из женщин, и попытались сделать их наложницами, да упаси Аллах женщин дома пророка от этого. Не проведя в Медине и нескольких дней, пришло указание о ее высылке из Медины от главы притеснителей. Правитель Медины, притеснитель, попросил своего господина: «Медина недостаточно для меня, пока там Зайнаб. Я боюсь, что пострадаю из-за нее, потому что ее присутствие пробуждает чувства людей». И тогда ему приказали выселить ее из Медины, и она, заплакав, сказала: «Неужели меня выселяют из города моего отца и деда?» Тогда к ней обратился наш господин Абдуллах ибн Аббас: «Переселяйся в Египет, ибо поистине там есть люди, которые любят вас, то есть семейство пророка, ради Аллаха и ради вашего родства с пророком, саллаллаху алейхи вассалам». Тогда ваша страна приняла семейство пророка после таких тяжелых испытаний, трудностей и печали, и они начали стекаться в ваши города. Ее правитель, несмотря на то, что он подчинялся главе-притеснителю, все же он был из тех ансаров, из жителей Медины, и в его сердце была любовь к семейству пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Он проявил почет к Зайнаб и отнесся к ней хорошо, и он отправлялся к ней за советом в затруднительных вопросах государства, поэтому ее прозвали у вас обладательницей совета, потому что с ней советовались в государственных вопросах, так как она обладала полноценным разумом и проницательностью в сердце. Да будет доволен ее Аллах, и да сделает ее довольной. Посмотри в книгах, которые разъясняют биографию Ахль-Байт. Из таких книг Нуруль Абсар фи Манакиби Али Байти Наби иль Мухтар
Татар, принадлежащая Аш-Шабланджи. Из таких книг также то, что написал Мухиб ат-Табари, Захайру Укаба Фиманакибе Алиль Кубра. Также то, что написал шейх Юсуф Набхани под названием Аш-Шарафу Аль-Муаббад Ли Али Мухаммад. Также книга, напечатанная по версиям Хафиза Ас-Сахави, она называется Иртикауль Гурраф Фиманакибе Ахлиль Байти Зави Шараф. Также есть книга имама Самгуди, рахимахуллаху та'аля, она называется Джавахируль Иктан Фи Шарафин Ниспатайн. Есть также книги, написанные после этого о биографии семейства пророка. Их много, и библиотеки полны ими, и предыдущие из них, которые находятся на уровне сподвижников и табиунов, книги Табак от Ахадисах и Фикх и других наук, заполнены их автобиографиями, как, например, книга Сифату Саффа и Сияр А'лями Нубалля. Они написали биографию многих людей из семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалам, которые виделись со сподвижниками и теми, кто пришел после них. А многие поздние ученые написали отдельные книги об их биографии и о их достоинствах, как, например, имам Ахмад Аль-Бадави, рахимахуллах. Он один из больших людей семейства пророка в Египте, и он один из тех, кто поднял знамя джихада против татаро-монголов. Также он и те, кто были с ним, стали причиной победы. Он был одним из тех, кто освободил пленных мусульман, напав на лагеря татаров ночью. Про них были написаны книги, не те книги, авторов которых я прошу, чтобы Аллах их наставил, или если не наставил, Он нам показал их унижение. Они совершали нападки на имама Аль-Бадави и приписали ему большие грехи, и такие, произносить которые стесняется язык в местах, подобных мечети. Эту ненависть хотят распространить в ваших городах, которые Всевышний почтил любовью к семейству пророка. Поэтому будьте бдительны. Также написали книги о биографии имама Абдул-Кадыра Аль-Джилани. Он также из имамов Ахлюль-Байта, также имам Ар-Рифаи, также имам Абдурахим Аль-Бинаи из имамов Ахлюль-Байта, имам Ибрахим Ад-Дусуки из имамов Ахлюль-Байта. Книги были написаны также об имаме Абуль-Хасане Аш-Шазали, он из имамов Ахлюль-Байта. И сколько можно перечислять, этого достаточно. Я не думаю, что смогу перечислить их все. Они написаны об их биографии, от которого получит пользу смотрящий и читающий оттуда. Также из книг, которые написаны на эту тему, является книга Шарх Аль-Айния, написанная имамом Ахмадом бин Зайн Аль-Хабаши. Он сделал толкование стихов, которые написал его шейх имам Аль-Хадад, написавший в этих стихотворениях о нескольких великих имамах, и из них большое количество из дома семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Да сделает Всевышний Аллах и меня, и вас из тех, кто искренне любит их.